Ассаламу алейкум, дорогие друзья, приветствую всех. Мы снова поднялись на горные вершины нашей прекрасной республики. Мы находимся в Хилдыхарой. Сегодня в этом выпуске вы увидите, как приготовить настоящий чеченский бульон. И мы сделаем поход по этим окрестностям на одну башню. Друзья, а вы досмотрите этот ролик до конца. Мы постараемся, чтобы вам было интересно. Я, конечно, сегодня не один. Со мной Ахмад. Вы уже знакомы с Ахмадом. И наш оператор Леча. Друзья, погнали! Сейчас будем готовить бульон Нохчи Чуарп. Рецепт бульона очень прост. Всего несколько ингредиентов. Мясо, лук, соль, перец и вода. Давайте посмотрим на процесс приготовления. Мы сейчас собираемся развести огонь для нашего бульона. И для этого нам понадобятся дрова. Сейчас в окрестностях посмотрим, есть ли тут сухие дрова или нет. И начнем приготовление. Ахмад и Леча готовятся конкретно. Они подбирают сухие ветки деревьев, чтобы сберечь живое дерево. Да, я тоже поучаствую, чтобы помочь братьям в этом благом деле. Так. Куда? Это уже Да. Да, забить вот эти колочки грунт нам не позволил, и поэтому мы сделали вот такое приспособление, как говорится, импровизировали вот так. Вот посмотрим дальше, что будет. Думаем, что выдержит. Небольшой лайфхак для вас, самый лучший розжиг. Вот из салфетки и обычного масла. Так, посмотрим, насколько правда, что говорят про этот лайфхак. Все, давай. Да, можете быть уверены в этом лайфхаке, огонь обязательно разожжется, иншаллах. Мощные фербош-бушон, харам я.
Сейчас погода. Ну, погода. Теперь настало время навести последние штрихи. Так что мы на финишной прямой протыкаем луковицу, чтобы из нее сок вытекал. Так, и луковицы кидаем прямо в котелок, чтобы придал свой аромат. Друзья, вот этот аромат. Хотел бы я, как обычно, когда мы что-то готовим, я всегда вспоминаю своих зрителей, и я хочу им все передать через вот этот экран, но, к сожалению, не получается. Просто очень вкусный аромат, друзья. Не попробуйте, не узнаете. Наслаждаемся видами, обстановкой, да еще и готовим самый вкусный суп в мире. Так, пока наш бульон готовится, давайте покажем нашим подписчикам кое-что интересное. Тут не только красивые виды, горы, склоны, еще тут есть очень древнее поселение, которое можно показать зрителям. Думаю, всем будет интересно. Так, вот эта стена, походу, была внутренней. Здесь остались штукатурки на стенах. И через вот эту комнату есть еще одна комната. Давайте посмотрим. Да, хотел показать вам один интересный момент. До выселения здесь жили люди, и это был жилой комплекс. И вот что я хотел показать. Так, вот посмотрите. Даже забитый гвоздь с тех времен остался на том же самом месте. Не говоря уже о штукатурке, покрытой известью. Вот здесь тоже гвоздь. И на карте вот это место даже не указано. И имени нету этого поселения.
Вот так случайно мы наткнулись на этот комплекс. А спустя столько времени даже вот деревянная рамка осталась в сохранности, не обвалившаяся еще. Вот из таких камней, чтобы класть такую ровную, хорошую кладку, без раствора, без ничего, и чтобы она сохранилась веками, вот это вот удивительно. Если представить жизнь этих людей, которые жили тут в те времена, я удивляюсь мужеству и достоинству этих людей. Они жили в таких суровых условиях, без всяких коммуникаций, без электричества, без газа, без всего, что мы имеем сегодня. Они выживали тут и не жаловались, и наслаждались своей жизнью. А сегодня у нас есть все условия для жизни, есть любой комфорт, который имеется на момент нашей цивилизации, но все равно мы жалуемся каждый день. Мы снова и снова находим причины жаловаться на жизнь. А когда посещаешь вот такие вот места, ты понимаешь, что живешь в комфортных условиях. И я бы сказал, что люди ценили и воздавали хвалу Всевышнему за наши условия жизни. Как обычно у нас мощнейший чай. Лечи, покажи. Да, это чай с ягодами, очень полезный и вкусный. Так, сейчас попробуем. Друзья, клянусь Всевышним, я никогда в своей жизни не помню, что я вот такой вкусный бульон кушал. Я честно, кладя руку на сердце, вам это говорю. Это просто что-то неземное. Не знаю, заметили вы или нет, но в горах, видите, прохладно. И когда кушаешь вот такой горячий бульон, все становится на свои места и баланс мощнейший бывает. Вот смотрите, друзья, вот эта картошка, она просто до такой степени вкусная. Мясо просто тает во рту. Короче, валай, у меня нет слов, Ама. Спасибо тебе большое. К его словам добавить абсолютно нечего, все подтверждаю. Друзья, даже не знаю, что сказать в завершении. Конечно, хочется поблагодарить вас за то, что вы поддерживаете нас, подписываетесь на канал, смотрите нас. Спасибо вам большое, вы нас мотивируете. Сегодня все было просто прекрасно. Мы постарались, как могли, показать вам, как мы проводим время в горах нашей прекрасной республики. Я же главное не сказал. Ахмад приехал с нами один раз и не смог не приехать во второй раз. До новых встреч. Ассаламу алейкум. И, кстати, вот это наша конструкция, вот это все мы оставляем вам.
Если вы будете в этих краях, пользуйтесь на здоровье.